Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Для нас имя Баки Идрисович — это личность, это неисчерпаемый, на самом деле, такой источник и знаний, и нашего богатства, и нашего наследия. И вот чем больше его изучаешь, чем больше проникаешься в его произведения, в его биографию, в его творчество, тем кажется, что, в общем-то, это такой бесконечный источник, который, я думаю, что будет нас питать очень многие годы, и, наверное, десятилетия, а может быть и столетия. И было бы очень здорово, если бы это было так. И вот действительно, я сегодня расскажу вам именно действительно штрихи к портрету Баки Идрисовича Урманче, потому что понятно, что за часовую лекцию объять его творчество, объять его биографию совершенно невозможно, потому что художник прожил достаточно хорошую, длинную жизнь. Он родился в 1897 году здесь, в Татарстане, уроженец Буинского района, как сегодня уже мы говорим. Закончил свои дни тоже здесь, в Казани. Но вот этот виток практически векового диапазона, он включал в себя большое количество и географических точек, и, конечно же, вобрал в себя огромное количество тех впечатлений, которые легли потом в основу всего его творчества. Итак, Баки Идрисович Урманче, вот здесь я привожу его портрет, вот он, кстати, как раз здесь, перед вами. Вот чем хорошо, что мы находимся среди его работ. Некоторые работы будут у меня повторяться и в презентации, но вот здесь показывается его облик, да, в 1934 году. Это время, когда он жил уже в Москве. Я буквально пробегусь, назову только несколько этапов от его биографии начальной, да, когда он в 1913 году вначале пытается подойти к Казанской художественной школе, именно подойти, потому что он не решается буквально переступить ее порог, потому что это была для него какая-то такая действительно очень невероятная высота, которую он хотел взять, но еще робел и не имел, наверное, каких-то внутренних сил, чтобы преодолеть вот этот порог этой школы и сказать себе: да, я могу сюда поступить, я могу здесь учиться. И это случается в 1919 году, когда за его плечами уже большая такая школа, жизненная школа, хотя он еще очень молод, ему буквально 22 года, но он уже, вернее, да, 22 года, и он уже был и инструктором в Глазове, и на шахтах Донбасса проработал. То есть у него за плечами большая трудовая биография. И да, он прошел и служил и в рядах царской армии. То есть вот буквально это невероятная биография, которая включала в себя вот такие невероятные зигзаги его жизни. Вот здесь мы видим Казанскую художественную школу, правда, это уже 30-е годы. Именно тогда, вот там, видите, внизу подписано, если это видно, конечно, это уже Институт инженеров коммунального строительства. К сожалению, Казанская художественная школа была фактически повержена в 20-е годы. Это случилось буквально в 26-м году, когда правые и левые была страшная борьба, и фактически вот в этой борьбе, в этих склоках АХАР, Татарская ассоциация художников революционной России, и Левый фронт в этой грызне, в этой борьбе своей, они теряют не просто здание, да, вот это здание, целиком специально построенное для именно Казанской художественной школы в 1903 году, они теряют и вообще художников, они теряют искусство. И фактически вот эта деморализация, которая наступает именно в 1926 году, она затем становится очень таким значимым фактором для последующего развития татарского искусства. Но именно в 1926 году Урманче приезжает в Казань после Вхотемаса. Он его заканчивает, правда, не защитив диплома, потому что, тогда в то время это было вполне приемлемо. Диплом он защищает, но он не получает удостоверения, и он едет в Казань, он спешит сюда, потому что до него доходят слухи, что в Казани происходят совершенно невероятные события именно вот в художественной жизни, что фактически учебное заведение находится в состоянии не просто стагнации, а в состоянии разрушения. И оно уже переименовано в это время в Казанский театральный художественный техникум. И Урманче берется за преподавательскую деятельность. Он становится завучем по учебной работе. И
его главной задачей становится привлечение татарской молодежи. Кстати, это будет потом его тоже большой задачей в Казахстане, когда вот мы будем говорить с вами о казахстанском периоде. Его творчество это же цель, это же, как главная задача для него кадры, национальные кадры. И он сокрушается. В 26-м году, казалось бы, уже происходит, почти 10 лет революции, да, почти 10 лет проходит с того момента, когда, так сказать, уже все силы направлены на то, чтобы люди из народа и представители любой национальности могли учиться. Тем не менее, притоков Казанского художественно-театральный техникум был совершенно именно национальных кадров, именно татарских кадров был совершенно незначительный. Это были буквально единицы. Ну и вот здесь одна из работ. Вот она в оригинале, ее можете видеть. Это работа у сепаратора. Это одна из знаковых работ его казанского периода, когда он здесь работает. Это буквально очень короткий период, с 26 по 29 годы. Но он буквально не просто восстанавливает учебный процесс, учебную жизнь в этом учебном заведении, и привлекает действительно татарскую молодежь, и выходят его ученики уже в большую жизнь, как художники. Он еще и воссоздает керамическую мастерскую, вернее, он ее создает на новом месте, бывшую Пестричинскую керамическую мастерскую, он перевозит. Вернее, оборудование было привезено Вриловым. Это был ректор Архумаса. И вот в заброшенном состоянии оборудования он его реанимирует, он находит мастеров, он обращается в пестрецы, и фактически еще и выписывает конечно же, обращается и в Москву, к известным нашим керамическим центрам, это Дулёво, и работает вот буквально в переписке, я это видела, эту переписку в нашем национальном архиве, но вот здесь я ее пока не привела. И он воссоздает эту керамическую мастерскую. То есть, за 3 года человек сделал громадное количество работы. И, конечно, его перспективы были связаны только с Казанью, исключительно. Он себя не мыслил без Казани, без Татарстана, без татар, без миссию свою. Он, видимо, тогда уже понимал, что вот он один из первых, кто получил высшее художественное образование. Естественно, его направленность на изучение Востока, она шла тоже параллельно. Он учился и во Вхутемасе, и посещал Восточный институт, и изучал, конечно, восточные языки, европейские. То есть он был, конечно, таким полиглотом. И свою миссию он уже понимал тогда, будучи абсолютно еще совершенно молодым человеком. Но судьба распоряжается иначе. В 29 году он репрессирован за его, опять-таки, очень такую великую гражданскую позицию. Он подписывает вместе с 82 подписантами во главе с Галимжаном Ибрагимовым знаменитое письмо 82 за сохранение арабицы против латинизации татарского алфавита. Почему это было страшно для татарской культуры? Потому что весь многовековой пласт татарской культуры, средневековой литературы, все это уходило в небытие. И, к сожалению, это так и случилось. Латинизация была принята, но Урманче и многие-многие из этих подписантов, этих его коллег, которые были вместе с ним, они, конечно, очень многие пострадали. И вот 1934 год. Урманче, он выпущен из Слона, это Соловецкий лагерь особого назначения. Сначала он думает вернуться в Казань, но реабилитации нет, клеймо на нем, оно также за ним, так сказать, как, так сказать, черный шлейф. Приехать в Казань, и вот в его воспоминаниях он говорит, что если бы он вернулся в Казань, его бы снова взяли, он бы снова, так сказать, пошел в лагеря, и, кто знает, может быть, уже и не выжил. Он понимает, и его предупреждают здесь друзья, что лучше вообще остаться в Москве, затеряться в огромном городе. И именно потому, что именно Москва тогда бурлила, и очень приезжало туда художников. Это было связано, конечно, с теми преобразованиями в начале 30-х годов, которые шли во всей стране, но Москва была городом показательным.
Принимается план «Большая Москва». Это полное переустройство города в плане архитектуры, это прорезание огромных проспектов, это строительство метро, это строительство огромных вот этих замечательных, конечно же, по сегодняшнему дню мы уже судим, да, конечно, было разрушено огромное количество старины московской, и Москва во многом теряла свою вот эту красоту древнейшего города. Но в 30-е годы Москва становится вот тем флагманом, да, показательным городом и для Казани в том числе. И здесь принимается план «Большая Казань». Ну и вот, конечно, и ВСХВ. Это, ну, такая тоже была показательный проект, фантастический, фантасмагорический, даже можно сказать так. Он планировался к открытию в 1937 году. Это было 60-летие Сталина. Это был такой действительно год, когда нужно было утвердить советский строй. Прошли первые 2 пятилетки, прошла коллективизация, индустриализация шла полным ходом. И поэтому, конечно, очень важно было для всего народа показать, каков он есть советский строй. И, конечно же, вот деятельность по ВСХВ это была таким отдельным, очень мощным стимулом для многих художников, которые работали просто буквально сотни и тысячи художников. И вот Урманче, как художник, который имеет хорошую уже такую базу, он становится одним из этих художников. Да, и нужно сказать, что параллельно в 1937 году также шла подготовка к очень тоже гигантской выставке «Индустрия социализма». И уже тогда вот это началось еще с Ассоциации художников революционной России, когда художникам тоже назначали, это был государственный заказ, назначались темы, да, художники брали те или иные темы, они ехали там на Кузнецк-строй, на Донбасс, на Магнитку, в колхозы. Урманче выбирает для себя Башкирию, он ездит на ишимбайские нефтепромыслы и создает там работы для выставки «Индустрии социализма». И, конечно, его там тоже присматривают как художника, который справляется с большими монументальными задачами. Вот он становится уже, так сказать, включается вот в эту работу по всесоюзной выставке. ВСХВ, конечно, Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Вот он в то время знакомится с Жиловым. Дмитрий Жилов, это вот как раз он слепил его бюст. Они в то время как раз очень много работали вместе и по оформлению павильона животноводства. Павильон животноводства они оформляют вместе с Жиловым. Дмитрий Жилов — это тоже ученик Казанской художественной школы. Просто Жилов учился немножко раньше, но познакомились они именно в Москве, и они вместе оформляют вот павильоны. И Урманче расписывает вот великолепный совершенно барабан павильона Башкирской ССР. К сожалению, почему-то он не был привлечен к строительству и оформлению павильона Татарской ССР. Им руководил архитектор Гайнуддинов, а главным художником был Петр Спиранский. Но вот по соседству буквально это было, эти павильоны, они находились друг против друга. И вот Урманче работает над росписями. Абсолютно, посмотрите, вот этот стиль, который он когда-то избрал в 20-е годы, он фактически вот этот стиль, он его пронес через всю свою творческую биографию, всю свою творческую деятельность. Совершенно были, конечно, потрясающие годы вот этих конца 30-х годов в Москве, но конечно, к нему присматриваются как к художнику, который, прежде всего, это художник-татарин, который владеет восточными языками. И в то время, ведь смотрите, вот в национальных республиках, таких как Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, это уж совсем они были, да, такие на краю, так сказать, Советского Союза, тогда там тоже такая флагманская была магистральная линия по рождению собственных кадров. Но кадры, они не могли родиться просто так. Ну, возьмем, допустим, Казахстан, да, ну, это же была, конечно же, республика, вернее, это были земли, это были степи. Народ казахский, истинно, ну, такой национальный. Они вели в основном кочевой образ жизни, это были кочевья, они вплоть до 30-х годов, 40-х, они еще жили вот тем укладом жизни, который у них был и в XIX веке, и в XVIII веке. И вот, конечно же, существовали уже города, такие как Алма-Ата,
которая уже возникла, да, но он же тоже, этот город возник путем привлечения туда, конечно, и русских войск, и русские, были там российские, русские власти. И поэтому, конечно, формируется уже какая-то и национальная интеллигенция в этих больших городах, но, тем не менее, еще казахский народ находился совершенно вот в своей культуре, в своем искусстве, которое было связано именно с кочевым образом жизни. И тем не менее для Казахстана главным становится в 1945 году, у них планируется проведение больших юбилейных торжеств к столетию их национального поэта и акына, певца. Ну, такой же вот главный поэт, как во всех республиках. Для нас это Габдулла Тукай, который с 20-х годов начинает тоже как бы, да, быть таким иконой, что ли, да, иконой вот татарского народа. Вот для казахского народа был Абай. И вот почему выбор падает на Урманче? Потому что, как я уже сказала, это татарин, который владеет восточными языками, в том числе узбекским и казахским. Он уже в 30-е годы приезжал в Казахстан, он, в принципе, был знаком с этой республикой, и весной 41-го года его приглашают туда для подготовки, потому что подготовка должна была идти загодя, конечно. Это абсолютно было невспаханное поле. Незадолго до этого как раз Абай умер, он прожил тоже очень длительную жизнь, и вот нужно было собирать материал по Абаю, надо было идти по следам, по местам там, где он жил, вообще Абай родился в Семипалатинске, сегодня это город Семей. Конечно же, нужно было пройти по его вот местам его жизни, его творчества, да, вот те кочеви, те джеляо, как тогда их называли, да, там, где как раз были люди, с которыми, вернее, которые общались с Абаем. И вот эту задачу ставят перед Урманче. В 1941 году он приезжает в Алма-Ату. И сразу включается вот в эту творческую большую свою жизнь, начинает путешествовать по всему Казахстану, как я уже сказала, но для него становится главным не только Абай, да, творчество Абая, его запечатлеть и вообще как бы изучить его жизнь и творчество. Еще Джамбул был у них такой замечательный деятель. И Амангельды. Амангельды — это революционер. Ну, сами понимаем, о каких годах идет речь. Конечно же, там, боевой путь революционера, который проводил советскую власть в Казахстане, это тоже было задачей номер один для художников, ну и вообще для литераторов, для людей искусства. И поэтому попутно Урманче занимается вот этими всеми темами. Его мастерская, у него, ну, вообще, это были годы, когда мастерских специальных помещений никогда никто не предоставлял, их и не было. И Урманче ему предоставляет место в только что созданном театре оперы и балета. Теперь он называется имени Абая. Здание тогда еще тоже только-только начинало строиться, вот только в построенном здании. Это замечательное здание, очень красивое. Ему там дают мастерскую, и, конечно же, он знакомится со всеми актерами, писателями, художниками. Он включается вот в эту абсолютно потрясающую художественную жизнь. А вот, как я говорю, что вот Урманче привлекли как художника в Казахстан, но, например, как композитора, как и создателя национальной казахской оперы привлекают туда композитора Брусиловского. И вот сегодня в Казахстане, и в Астане идут оперы, которые создал Брусиловский в 30-е годы. Это вот первая национальная опера, создана ленинградским и московским композитором, который сел в Казахстане, в Алма-Ате и создавал вот эту национальную оперу. То есть вот шла работа по всем направлениям создания национальных видов искусства. И делалось это, прежде всего, не казахами по национальности, да, а людьми, которые приехали, но восприняли эту казахскую культуру во всей вот своей глубине. Они прониклись вот этой культурой, потрясающим искусством, да, потому что казахское искусство — это невероятно красивейшее, ювелирное. Это войлок, конечно, это ковроткачество. Ну, совершенно потрясающие образцы казахского искусства, конечно, можно сегодня увидеть вот в Казахстане, и в Алма-Ате, и в Астане. Вот здесь недаром, да, вот эта работа находится вот в соседней, так сказать, нашей рекреации. Потрясающий портрет Шары Жандарбековой. Это одной из самых первых актрис, танцовщиц, певиц. Она была женой главного дирижера этого театра Жандарбекова.
Но, в общем, она была, конечно, одной из ярчайших звезд того вот, той плеяды первых казахских певиц. Конечно, вот он ее запечатлел здесь, но совершенно невероятная работа, которая просто показывает нам не только национальные вот и орнаменты, вот эту красоту и национальный типаж, но и всю вот эту гармонию казахского народного искусства. Первой работой, монументальной работой у Урманче становится работа над бюстом революционера Виноградова. Он эту работу реализовал, она установлена была на одном из там пересечений улиц. И вот, вот мы видим как раз фотографию Баки Урманче за работой над этой, это 52-й год. Буквально вот несколько лет проходит, как он находится в Казахстане, и параллельно, конечно, он работает над... это как бы текущие параллельные заказы, но главная его тема — это Абай. Сказать хочу об этой работе. Виноградов до сих пор сохранен, но в Алмате они, в общем, поступили где-то, с одной стороны, и мудро, с другой стороны, не знаю, наверное, это может быть и правильно. Вот в Казахской Национальной Республике, которая сейчас уже является абсолютно самостоятельным государством, конечно же, вот они, спасибо им, что они не уничтожили советское монументальное искусство, памятники Ленину, революционерам, там, борцам за советскую власть. Сегодня они это все собрали в одном большом парке, так сказать, говорю о своих личных впечатлениях. Была в 2 экспедициях в 2017-2019 годах. Тоже проехала несколько городов Казахстана. Алмата, Астана, Караганда, Балхаш. Так, и... да, все, наверное, да. И поэтому говорю о том, что видела сама. Это вот такое зрелище немножко фантастическое, да, когда вот в одном пространстве собираются разномасштабные работы. Это и гигантский Ленин, и вот такой достаточно камерный Виноградов, работа Урманче. В общем, в любом случае здорово, что это все вот сосредоточено. Как знаете, как экспозиция, своеобразная музейная экспозиция, только под открытым небом. Но тоже зрелище очень интересное и такое необычное. Вот и, как я сказала, уже Джамбул — это тоже один из самых таких значительных персонажей в искусстве и культуре Казахстана. Вот об этой работе. Это была одна из первых работ, созданная скульптором Баки Идрисовичем Урманче. И она была установлена в Академии наук Республики Казахстан. Тогда была Казахская ССР. И на сегодняшний день, к сожалению, ее местоположение вообще неизвестно где. И, кстати, еще в 80-е годы, еще при жизни, Урманче сам сетовал, в своих воспоминаниях он об этом говорит, что, к сожалению, он не знает, где сегодня находится эта работа. То есть она исчезла из интерьера Академии наук еще, так сказать, где-то в 70-е, 80-е годы. И ему было жаль очень этой работы, потому что, на самом деле, работа очень правдиво и правдоподобно воссоздает вот облик Джамбула. А Джамбул, как я уже сказала, это тоже акын, тоже поэт. И он еще, кстати, Урманче застал его еще живым. То есть он где-то вот как раз в конце 40-х годов он уже умер, тоже будучи очень-очень глубоко пожилым человеком. Как я уже сказала, Урманче ездит по Казахстан. Он с упоением просто вот в эту жизнь включается. Вот эти юрты — это совершенно еще подлинные, аутентичные юрты, их убранство. Запечатлевает он в своих рисунках, у него очень много рисунков, и в коллекции нашего музея карандашом сделанных, когда он и запечатлевает процесс, как собирается эта юрта, как она достаточно быстро и разбирается. Да, это все было, так сказать, сделано так, чтобы это все делалось, поскольку кочевья менялись с места на место, передвигались, то, конечно же, юрты были достаточно мобильно складывались и раскладывались. Все это его невероятно увлекает. Он проезжает буквально по всему Казахстану, и он не просто сам по себе, да, он становится одним из самых важных членов Союза художников. Только что тогда создается Союз художников Казахской ССР. И он становится одним из таких очень значимых художников. И, как я уже говорила, вот в Казахстан приезжают очень многие мастера.
наравне с Урманче из разных городов, из Киева, из Москвы, из Ленинграда, из других союзных республик, из таких центров, больших художественных центров, приезжают художники с высшим художественным образованием, так же, как и Урманче. Это и художник Черкасский был такой замечательный, это и Лизагуб. Ну, то есть это целая плеяда художников, которые работали вместе с Урманче, и вот они как раз создавали этот союз художников. А художников-казахов практически не было вот в их числе. И вот сегодня картинная галерея в Алма-Ате носит имя Абылхана Кастеева. Это считается первый национальный казахский художник, который вот стал профессиональным художником. Но вот Абылхан Кастеев, его можно назвать учеником Урманче. Потому что, ну, тогда еще он был только начинающим, и его первые шаги в искусстве как раз... И Костеев, кстати, не знал русского языка. Почему я это знаю? Потому что я работала в архиве Алма-Аты, в Национальном архиве, и там, естественно, я очень много посмотрела стенограмм протоколов съездов, вернее, заседаний Союза художников, и там, где говорит Костеев, его с казахского переводит Урманче. То есть вот это говорит о том, что вот национальный наш татарский художник, владея прекрасно казахским, татарским, русским, он является еще и переводчиком вот для казахских художников. Еще одной большой-большой темой работы в Казахстане становится работа в Балхаше. Вот мое стремление было попасть в Балхаш. Когда я приехала первый раз в Алма-Ату в 2017 году, я думаю, ну, мы же вот как бы не представляем таких масштабов страны, а Казахстан — это оказалось, ну, гигантская совершенно страна. Одно дело, мы видим ее на карте, другое дело, когда я поняла, что из Алматы просто так в Балхаш не добраться, это 600 километров, это, ну, совершенно отдельная должна быть история, и тогда мы задумали, что мы сделаем, ну, совершим еще одну экспедицию, уже специально. В Балхаш я стремилась невероятным образом, потому что в Балхаше, ну, скажем так, образно не ступала нога ни одного татарского или татарстанского там вообще деятеля или искусствоведа. Все, что мы знали раньше, вот до, ну вот, наверное, до вот этих пор, об Урманче, это, во-первых, сами воспоминания Баки Идрисовича Урманче, которые были опубликованы в журнале, по-моему, «Татарстан», и «Дель» они публиковались, и при жизни Баки Идрисовича они немножко начали издаваться, но силами его вдовы, его супруги, Флора Ханум Ахметовой Урманче, она потом эти публикации как бы уже перевела их на русский язык сама, и публиковались они вот в журналах татарстанских, по-моему, в журнале «Татарстан». А затем мы и опубликовали уже полностью вот эти воспоминания в нашем большом томе, который был издан в 2017 году. Это Баки Урманче к 120-летию со дня рождения. И вот, кстати, сам Урманче говорит, что подвигло к написанию воспоминаний его как раз Флора Ханум. Писал он воспоминания в конце жизни. Это буквально 87-88 годы. Поэтому, конечно, вот они очень образные, очень красивые, эти воспоминания. Очень много он там чего действительно помнит и говорит. Но понятно, когда уже жизнь прожита, когда прошло там 50, 60, 70 лет, уже многие детали теряются. И для Урманче, может быть, он там где-то что-то поэтизирует, а что-то, может быть, больше драматизирует какие-то вещи. Поэтому, конечно, очень много мы узнаем вот из этих воспоминаний. Вторым источником стала монография Новицкого, Анатолия Ивановича Новицкого. Это великолепного и великого нашего искусствоведа, казанского искусствоведа, который лично не только дружил с Урманче, а на протяжении 20 лет создавал монографию Баки Идрисовича Урманче. И, к сожалению, эта работа вышла только в 1994 году, когда уже Урманче уже не было на этом свете. Ну, в то время, к сожалению, издавать было очень сложно. Войти в план татарского книжного издательства тоже стоило невероятных трудов. Ну вот, к сожалению, и все-таки вот эта работа вышла. Да, нужно сказать, что при жизни об Урманче создавал монографию Рафаэль Такташ. Это сын нашего замечательного Хади Такташи, нашего поэта, писателя татарского. Но он жил всю жизнь в Ташкенте, и они тогда вот познакомились, когда Урманче жил в Ташкенте, когда он жил вообще в Средней Азии. И вот тогда уже Рафаэль Такташ стал создавать о нем монографию. И он ее написал. Но что-то не понравилось Баки Идрисовичу. Кстати, эта монография, вернее, эти рукописи, они находятся сейчас
в архиве Урманче, но который принадлежит его сыну Айдару Урманче. И на сегодняшний день этот архив хранится у нас на временном хранении. Но с разрешением Айдара, я думаю, что мы вот рукопись все-таки Рафаэля Такташа тоже должны опубликовать, потому что, ну, во-первых, искусствовед очень значимый, да, это не только знаменитый узбекский искусствовед, это и вообще российского масштаба был искусствовед, очень крупная фигура. Я думаю, что эту монографию мы тоже будем издавать в ближайшее время. И вот, ну, она не была издана, как я уже сказала, а Новецкий тоже создавал вот свою работу, но во многом она, понятно, что там идет великолепный анализ произведений Баки Урманче, но вся вот канва биографии, она написана в беседах с Баки Идрисовичем Урманче. То есть там нету документального материала. Тот материал, который мы начали сегодня, вот, так сказать, уже путем вот этих экспедиций в Казахстан, в Узбекистан, путем вот этих экспедиций сегодня вообще уже собран очень большой материал. Моя мечта как бы создать вот эту работу Урманче в Средней Азии, в Казахстане. Ну и вернемся вот к Балхашу. Я стремилась в Балхаш, потому что, как я уже сказала, там никогда никого не было из Казани. О Балхаше, о том, что создано было в Балхаше, мы тоже знали со слов Баки Идрисовича и из монографии Новицкого, который тоже работал вместе по рассказам Баки Идрисовича. Поэтому видеть воочию мы ничего не могли фактически, кроме тех, понятно, да, произведений, зарисовок, рисунков и так далее. Ну вот Балхаш, это моя фотография, вот это сегодняшний Балхаш, вот потрясающее вот это озеро, да, посмотрите, какой цвет, ну, какой страшный, да, медиплавильный завод находится на его берегах. Он там работает с 30-х годов. Вообще там в 29-м году были найдены гигантские залежи железной руды. И вот там образовался вот этот город, этот завод, он до сих пор является градообразующим. Ну и для металлургов, конечно же, нужен был очаг культуры. И вот сразу после войны, в начале 50-х годов, появляется вот эта задача у правительства Казахстана создать там дворец культуры, и нужен, конечно, художник, оформитель, который будет все это делать. И направляется туда Урманче. Он очень обрадовался этой работе, потому что, по сути, это была вот та его... Вообще монументальная работа он любил невероятно. Вот эта любовь к монументальным произведениям, она у него была еще вот с работы на ВСХВ в Москве. И, к сожалению, ему никак не удавалось, работая в Алма-Ате, вот к этому приблизиться, да. Ну, бюст Винограда, он достаточно камерный, да, как мы видели. А здесь перед ним вот целый дворец культуры, он его проектирует. Здесь вот эта фотография, это 60-е годы, это тоже из архива кинофотодокументов Алма-Аты, Национальный архив. И вот его те самые наброски, эскизы, которые он создавал, когда проектировал этот дворец культуры металлургов. Вот посмотрите, как можно даже на сравнение, да, посмотреть, как реализована первоначальная задача художника. Вот фасад, так сказать, на эскизе, и фасад, который в реальности, это современная вот фотография 19-го года. Вот посмотрите, как на фронтоне, да, как венчает двухфигурная композиция по эскизу Урманче. Реализована она была совершенно иначе. Это такая аллегорическая фигура победы, женская фигура, одиночная, так сказать, да. В итоге вот так она была реализована. У него также фронтон фланкировали тоже фигуры. Это национальные фигуры, национальных костюмах, женская, мужская фигура, да, тоже олицетворяющая национальную казахскую культуру. Нет этих работ, к сожалению, не оказались. Все это, конечно, это шло к удорожанию проектов, понятно, всегда их удешевляли, всегда стремились, так сказать, их упростить, поэтому не все было реализовано. Но вот эти две скульптуры, они реализованы, они были установлены с самого начала, и они стоят до сих пор. Это вот, собственно, вот этот фронтон, да, и вот ниши фронтонные, посмотрите, да, тоже вот у него были они тоже закомпонованы там фигуры с чередованием вот этих национальной керамики, вот эти такие абрисы керамики и так далее. И, конечно, реализация была несколько другая,
как мы видим. Но, тем не менее, мы можем здесь даже на этих, так сказать, этих эскизах увидеть, как вообще идет, реализуется мысль художника, как он работает, и боковые фасады он выстраивает. И, да, ну, вот эти работы, да, это тоже вот эта современная съемка. Да, и вот выставочный, вернее, зрительный зал. Вот тоже мы очень много слышали, да, вот он создатель рельефов, которые украшают зрительный зал Дворца металлургов в Балхаше. Вот, вот впервые мы это запечатлели с нашим фотографом. И вот, так сказать, прошу любить и жаловать, да, как говорится, это фактически, да, мы очень много не опубликовано еще материалов, которые я сегодня вам показываю. А вот с левой стороны мы видим зрительный зал. Это тоже очень интересно. Вернее, вот это находится в конце, где уже идет галерка. А впереди мы видим, как видите, здесь большие панно. Вот эти панно под руководством Урманче писали репрессированные художники, которых привозили из Карлага. Карлаг находился совсем недалеко, эти лагеря, я там тоже побывала, это потрясающий музей под Карагандой находится, невероятный музей, но это знаменитый ГУЛАГ, так сказать, да, который тоже наравне со Соловками и так далее. Но каргандинские лагеря это были тоже очень знаменитое, к сожалению, место, страшное место. И вот художников привозили оттуда, которые когда-то, конечно, имели художественное образование, и они вот Урманче, он наслаждался тем, что он свободен, несмотря на то, что за ним тоже когда-то этот шлейф репрессий тянулся, но тем не менее он все-таки был свободен. И вот замечательные плафоны, они тоже сегодня сохранены. Собственно, в интерьере сохранилось только это. По воспоминаниям Урманче, там находились в фойе большое количество гипсовых фигур, которые тоже, ну, к сожалению, сегодня не утрачены. Вот я здесь привожу цитату из архива, Национального архива Республики Казахстан. Это из протокола. Вот, он пишет в 1947 году работу Микоян в Казахстане. Господи, сколько ругали его за эту работу. Хотя те же его коллеги или та же комиссия, которая вообще в 1947 году начинается новая волна борьбы с формализмом, она прокатывается фактически по всем городам и весям советской страны, и, конечно, доходит и до Казахстана тоже. И вот в Союзе художников происходит разбор произведений на предмет выявления формализма, и работу Микоян в Казахстане считают формалистической. Правда, в отличие от других регионов, где художники в некоторых местах очень серьезно пострадали, были действительно и упрятаны и в лагеря, и в тюрьмы посажены, многие были исключены из Союза художников, Урманче только пожурили. И наравне с ним еще там несколько человек, которых обвинили. Ну, вот вы читаете, да, вот здесь в чем, да, они еще, так сказать, критика тогда затрагивалась, что у Урманче, несмотря на прекрасную живопись, его живописность, его палитру признавали все, но не могли отказать, так сказать, ему вот в этой живописности, в этой потрясающей свободе. Но вот эта критика по Микояну в Казахстане, это буквально там целое, есть в нескольких материалах протоколов, постоянно возвращаются к этой работе, а сама работа находится в Карагандинском музее изобразительных искусств. Она там застряла, когда-то были огромное количество передвижных художественных выставок по Казахстану. И, в общем, вот эта работа осела там. Она очень большая, она где-то 1,5 метра в длину. И вот мы как-то несколько лет назад выявляли вообще работы по всем музеям Казахстана, вообще что есть. В Казахстане очень много работ во многих городах, в Семее, в Петропавловске, в Актюбинске. Теперь это немножко по-другому они звучат. Но вот никто не знал, что Микоян в Казахстане находится в Караганде. Ну вот благодаря, опять-таки, тому, что мы там побывали, мы там буквально, так сказать, увидели своими глазами эту работу, вот мы ее запечатлели. Вот на сегодняшний день мы знаем, что эта замечательная работа находится там. С Карагандой вообще тоже получилась очень интересная история. Вот эта работа, которую вы сейчас видите с левой стороны, это Абай, она тоже сегодня находится в Караганде, в Музее изобразительного искусства. Но буквально вот этим летом на меня вышла... Ну, мы же с ней познакомились, с директором этого музея. Она мне пишет: Дина Диасовна, говорит, скажите, пожалуйста, вот эта работа чья? У нас она, говорит, числится за каким-то, ну, совершенно там неудобоваримым там каким-то именем, абсолютно непонятное. Не Урманче у них числилось, абсолютно неизвестное имя.
Я говорю: «Так это же Урманче». Они говорят: «Как?» Я говорю: «Ну, конечно». Я говорю: «У него главная работа вот эта находится в Центральном музее искусств, Казахстана, в Алма-Ате. Огромное главное полотно». Но он сделал несколько повторов, потому что работа была очень востребована. Как мы говорим, уже в 45 году праздновалось столетие Абая, и поэтому он несколько раз ее повторил. И вот одно из повторений осело опять-таки в Караганде, но до лета этого года они не знали, что это Урманче. Так что вот происходит еще такая вот, путем вот этих завязываний вот этих отношений и связей, атрибутируются эти работы. И вот, да, вот эта работа, уже в графике, его портрет. И я не знаю, как вот насколько вам видно, он проектирует памятник Абаю. Но это, наверное, было главное дело, которое он для себя мыслил, для чего, ради чего он живет в Казахстане там 15 лет, да, это уже 50-е годы. И вот обсуждение. Я просто не знаю, насколько вам видно, я просто тоже хочу зачитать немножечко, да. Вот обсуждение эскизов памятника Абая, это 56-й год. Наибольший интерес привлекла работа Урманче. Абай изображен в зрелый период творчества, погруженный в раздумье. Фигура поэта, отлитая из бронзы, высотой около 4 метров, будет стоять на высоком постаменте цоколя из гранита. По сторонам площадки цоколя расположены 4 статуи, символизирующие связь Абая с народом. То есть должны были фланкировать 4 композиции из произведений Абая. То есть, ну, мыслилась совершенно потрясающая композиция. Побеждает Урманче. Я уж не буду дальше приводить обсуждения, там идут дальше другие конкурсные проекты. Наурызбаев, кстати, вот тут тоже молодой скульптор значится. Но в чем трагедия оказалась, да? В 57 году его утверждают, причем он проходит все согласования с Москвой, потому что в то время согласовывался только экспертный совет в Москве, причем самые главные эксперты это были лучшие советские скульпторы, такие как Меркуров, как Манезер, как Вучетич и так далее. Все, утвержден, 100%. Урманче абсолютно уверен, что заказ его, и он будет осуществлен. Осталось заключить договор. И в это время к нему должен приехать сын Эльдар. Он жил тогда уже в Москве, уже был достаточно взрослый, ну, студент он в то время был. И они решают поехать на Каспий, просто пописать этюды. Вот здесь тоже есть Рыбницы, да, каспийские его этюды, вы все знаете. И его друзья предупреждают: «Баки, не уезжай, пока не заключил договор, не уезжай». Он говорит: «Ну что ты там, все же нормально, все как бы 100%». И он все-таки уезжает на целый месяц вместе с Эльдаром. Это в город Гурьев, который теперь, по-моему, это город Шевченко, потом он был назван, на самый берег Каспийского моря. Пишет этюды, он совершенно в таком расслабленном, счастливом состоянии. И вот когда он возвращается, вот тут его ждет удар. Пока его не было, все переиграли, и его заказ был отдан Хакимжану Наурызбаеву. Это молодой, вот работа Наурызбаева. Я просто, чтобы, ну, видеть рядом, вот опять-таки я повторяю эскиз Урманче для сравнения. Но Наурызбаев поставил памятник уже в 60-м году. Но это был, конечно, удар в спину, потому что самое страшное, что его друг, писатель, который написал роман «Абай», господи, вот запамятовал вдруг, Ауэзов, Мухтар Ауэзов, да. Вот он как раз был одним из тех, кто сказал: «Ну, а зачем, говорит, Урманче давать этот заказ? Он же татарин, он как бы не здешний, давайте дадим заказ нашему казаху, нашему молодому, перспективному, который только что закончил Московский Суриковский институт, должен стоять памятник, сделанный казахом». То есть, вот знаете, вот этот национальный момент, он сыграл вот такую роковую роль. И самое страшное, что это один из таких главных оппонентов его оказался его друг Мухтар Ауэзов. И вот здесь случается такая вот перелом, что ли, у Урманче. Он решает, что, как он сам говорит, пробежала у меня с Казахстаном черная кошка. Он больше не мог находиться в Казахстане, и он решает покинуть Казахстан и переехать в Узбекистан. Это тоже, ну, нужно сказать, что, живя в Казахстане, он много раз бывал, конечно, и в Узбекистане, и в Ташкенте, и в Самарканде, общался с Беньковым,
с Ковалевской, общался с другими художниками. Урал Тансыкбаев, который, живя в Казахстане, они очень дружили, потом он приехал тоже в Узбекистан, там Чингис Ахмаров. То есть, ну, конечно, потрясающая плеяда узбекских художников, с которыми он тоже вот в эту включается, вот в эту среду. И, конечно, для него было очень таким вот, как я уже сказала, важно, да, найти вот такую родственную, что ли, себе среду. И он решает уехать в Ташкент. И вот тоже привожу письмо. Смотрите, это письмо Виктора Подгурского, художника, репатрианта, который из Шанхая переехал в Казань в начале 50-х годов. Он уже у нас преподавал в Казанском художественном училище и пишет письмо своему ученику Игорю Вулуху, одному из тоже очень известных впоследствии художников. Я почему привожу это письмо? Потому что это письмо датируется 57 годом. Вот в 57 году Вулах, вернее, Подгорский решает уехать из Казани. Ему здесь не понравилась среда какая-то, вот ему казалось не очень хорошая здесь. Ну, не понравилось ему здесь. И он решает переехать в Ташкент. И вот посмотрите, какое восхищение, какое потрясающее письмо он пишет, как он восхищен этой землей, он восхищен Ташкентом, Самаркандом, базарами, природой. Он сравнивает это с Ван Гогом и с Гогеном. Ну и вот я хочу сказать, вот куда попадает Урманче? Он пишет о том, что тут художественные институты, да, сколько их художественных заведений, о том, что здесь открывается кафедра графики и скульптуры. А ведь кафедру скульптуры, как раз приехав в 56 году, она открылась по инициативе Урманче. То есть вот в этом письме есть вот эти духовные какие-то пересечения. Я не знаю, был ли знаком Урманче с Подгорским, успели ли они познакомиться, когда Урманче до 58 года жил в Ташкенте. Но, тем не менее, такая была среда там потрясающая. В общем, там все было хорошо. Там было на самом деле очень хорошо. Это просто для, так сказать, антуража, да, вот эта работа Бенькова, как раз о тех базарах, о которых грезил Подгорский и говорил, что это сказка. Ну и вот Шахи-Зинда, да, это тоже потрясающее место. И всё-таки в 58 году Урманче получает приглашение обратно вернуться в Казань. Это было связано с его, триумфальным буквально вхождением, в декадную выставку литературы и искусства в Москве, когда в 57 году он совершает вот это потрясающее оформление нашей сцены и вообще всей этой декады. Он, всё-таки принимает это приглашение. Вот Казань, вот как я вначале сказала, он не мыслил себя без татарского народа, без татарского искусства, без вот этой среды, в которой звучал бы татарский язык, татарская музыка. Потому что хоть это были родственные народы, да, узбекский, казахский, но это всё-таки другой язык, это всё-таки другая культура, хоть она и родственная. И вот приезжает он в Казань. Трудно ему было здесь, очень, очень тяжело было, потому что это был абсолютно мощнейший, сформировавшийся художник, привезший гигантское количество мрамора. Он здесь, сделал то, что он за 30 лет последнего казанского периода. Это, конечно, было потрясающе. Но первой работой Казани это был проект памятника Мусе Джалилю. 59-й год. Вот он в 58-м приезжает, в 59-м он уже проектирует этот памятник. Проектирует он его, вот судя по этим наброскам, таким очень мощным, монументальным, и многофигурный он делает варианты, и, так сказать, однофигурный памятник, да. Но в итоге вот реализация его вот здесь справа, да, это был скромный бюст Мусе Джалиля, который был, он и сейчас стоит. Это авиастроительный район возле средней школы. К нему сейчас даже и не подступиться, потому что на территории школы, как вы сами знаете, попасть вообще сейчас никому постороннему невозможно. Он сейчас черной краской весь покрашен. Ну, в общем, к сожалению, вот такая была... Да, но вот здесь цитату тоже я привела, да, если вам ее видно, что это была самая значительная работа после того, как он возвращается в Казань. И для него это очень важно. Обращение к образу Джалиля. Он предвосхитил установку памятника Цыгаля 66 года, который у нас перед Кремлем. Тоже потрясающая, кстати, работа. И вот еще о судьбе вот этого памятника. Это опять Муса Джалиль, но он был сделан в мраморе для фойе нашего театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Простоял там до 2005 года, когда у нас там началась реконструкция. И эту работу передали в 2015 году в Челябинск. Можете себе представить? Вот для меня это как, я не знаю, как сердце кровью обливается, потому что мрамор, во-первых, под открытым небом, он погибнет в итоге.
Тем более это металлургический город, Челябинск. Там, я не думаю, что экология хорошая, и он просто почернеет со временем. Но, к сожалению, вот наше правительство приняло такое решение передать Челябинску эту работу. Так что мы потеряли, Татарстан потерял вот этот шедевр Урманче. Ну и последний штрих его казанского, вообще как бы последний, да, вот уже это самый, на исходе самых последних своих лет он проектирует памятник Галимжану Ибрагимову. Нужно сказать, что в 19 году он был лично знаком с Галимжаном Ибрагимовым. Вернее, их знакомство произошло в 19-м. В 29-м, как я уже говорила, он подписал письмо 82 организованное Галимжаном Ибрагимовым. То есть для него это был такой, знаете, светоч. Это был какое-то просто солнце вот этой татарской культуры, татарской литературы. И он этот образ нес через свою жизнь и сделал очень несколько скульптурных памятников и в дереве, и в бетоне, и в бронзобетоне. Но вот такой его мечтой было поставить памятник Ибрагимову в Казани. Были уже достигнуты договоренности, тоже прошел конкурс. Он этот конкурс выигрывает. Памятник мыслился, вот когда образовался, проспект Ибрагимова, когда протянулся до нынешнего тандема, образовалась вот эта излучина улиц, это был как раз вот начало 80-х годов, вот там он замыслил этот памятник вот перед тандемом, да, если мы сейчас представляем. Тоже мыслил абсолютно по-разному. Посмотрите, как можно. Здесь и стоящий он, и сидящие фигуры, и, так сказать, многофигурная композиция. И вот тоже его цитата из газеты «Советская Татария», когда он говорит, что он надеется, что это осуществится, что, так сказать, это тоже вот одна из его, вот уже так же, как вот он Абаю мыслил работу фланкировать композициями, скульптурными композициями из произведений, в данном случае из произведений Галимжана Ибрагимова там. И вот эти его проекты, к сожалению, все они остались на бумаге. Уже зная, что силы его покидают, что он скоро, так сказать, наверное, там не так долго ему остается жить, он приглашает художника Гасимова, познакомился с ним. Гасимов приезжал на празднование его 90-летия, он с ним познакомился, очень понравились его работы, из Ташкента, кстати, Гасимов, и он ему предлагает продолжить эту работу, уже именно вот над скульптурной композицией, а вот эти фланкирующие композиции скульптурные именно из произведений Ибрагимова, он просит продолжить эту работу казанских скульпторов Нигматуллину и Рогожина. И они, в общем-то, вроде как продолжают. Но, сами знаете, во-первых, умирает в 90-м году Урманче, ну и что случается с нашей страной, так сказать, что случается со всеми теми проектами, все уходит в небытие. Естественно, проект не мог быть реализован, и, к сожалению, не реализован до сих пор. Ибрагимову нет, вообще как бы нет ни одного ни памятника, ни бюста, никаких, так сказать, вот таких памятных моментов нет. Ну и вот последний наш кадр — это как раз работа Гасимова, того самого Махмута Гасимова, который переехал, кстати, вот с легкой руки приглашением самого Баки Идрисовича, он переехал в Казань, и именно его видела Флора Вагаповна Ахметова Урманче, автор памятника Баки Идрисовича. Памятник был возведен в 1997 году, в год столетия Урманче. А в 2018 году, наконец, была реализована работа тоже Баки Идрисовича, которая победила на конкурсе уже после смерти Урманче, на конкурсе на памятник Шагабуддину Марджани. Ну, ее реализовал Рамин Нафик. Free audio post-production by alphonic.com